Попасть в мир сказок и лично познакомиться со всеми героями Тридесятого царства в этот вечер стало возможным для каждого посетителя библиотеки. Зал, где выступал детский театр из поселка Цандрыпш, был переполнен. Ребята наблюдали за представлением, сидя в мягких креслах, а детвора, что помладше, с задором вторила сказочным персонажам и даже старалась им подпевать. Юные артисты показали несколько сказок, в том числе «Теремок», а потом исполнили песни. За представлением с большим интересом наблюдали и взрослые. Мы давно дружим с библиотекой. Мы уже третий год будем принимать участие в фестивалях, которые организовывает библиотека. Прогулки по набережной, вот «Библия. Ночь», поэтому всегда с радостью принимаем приглашение поучаствовать во всех мероприятиях Национальной библиотеки. Весело было и в зале с аниматорами. Сказочные герои рассказывали детям истории, загадывали им загадки, показывали фокусы и давали различные задания. Сквозь топот детских ножек и радостные возгласы иногда даже трудно было расслышать очередное задание. Немало людей было и в другом зале. Здесь ребята из школы села Дзюбжа показали спектакль «Легенда о Данко» по мотивам произведения Максима Горького. Вообще театральный кружок Адзюбжинской школы часто приглашают на различные мероприятия. Дети очень ответственно относятся к выступлению. Дальше больше. На третьем этаже здания ночных посетителей библиотеки ждали 7 новелл Михаила Лакарба. В другом помещении можно было окунуться в мир поэзии. Стихи абхазских поэтов-юбиляров и юных поэтов читали студенты АГУ. Актеры Тхорчалского театра также показали представление. Все очень нравится, много всего интересного для молодежи, и не только для молодежи. Вообще хочется, чтобы часто проводились такие акции. Любители рока и джаза собрались в одном из залов библиотеки. «Гитары. Звонкая струя» – так назывался концерт, организованный в этот вечер для них. Среди ребят были и те, кто всему этому веселью предпочел книгу. Юный Вячеслав Цукба на таком мероприятии впервые. Удивляется всему, что происходило вокруг, но признается, лучше книг для него нет ничего. Мне очень все понравилось про книгу, потому что это самая хорошая вещь. Правда, некоторые дети вообще не имеют ничего. Надо их жалеть. Можно дать им книгу, они прочитать могут. Если будешь читать много лет книгу, когда мозг будет наполняться. Литературный конкурс, выступление ансамбля «Гунда» – все это посетители библиотеки не оставили без внимания. Сотрудники учреждения в национальной одежде встречали своих гостей, помогали им сориентироваться и найти нужный зал. Они тщательно готовились к мероприятию. Главное – привлечь юного читателя. Библиотека на сегодняшний день, помимо того, что это читальня, это еще и как досуговый культурный центр. Девизом в этом году «Библия. Ночи» стала «Здесь всех вас ждет интрига, раскрыть талант поможет книга». Акция «Библия. Ночь» завершилась красочным световым шоу. Далеко за полночь уставшие, но счастливые посетители библиотеки разошлись по домам. А главный итог – за один день абонентами Национальной библиотеки стали более 800 человек. И это не предел. Зария Смыр, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение.